Минем исемем Гульнара Ярулина. Мин сиздин белән элемтәдә булдым. Мы с вами со всеми созванивались, списывались. Все, кто писал сегодня, это вот я, если что, вживую. Очень приятно познакомиться. Это вот наш такой милый татарский уголок на Таганке. Называется штаб татары Башкир Москвы. Как мы его так назвали, так и никак не меняем название, потому что всем нравится, всем привыкшая уже. История у нас уже порядка 27 лет становления. Как раз нам повезло то, что у нас сегодня наш идейный вдохновитель, самый главный человек Рустам Фаизович Ималиев. Он пару слов тоже расскажет. Про себя Эзгина Силим, минем исем Гульнара Ярулина, мин узым Казанда тудым. В Казани родилась, Кохтыда укыдым, мин программист, айтишник, хазир Москвада эшли, минде унеш ел, мин IT сферасында, хазир инде психологияда укыйм. Сизнең белән шулай итеп бик күп клублар ясадык. Мәскәүдә штаб татарның координаторы булам. Безнең бик күп клублар бар. Ул әлбәттә инде медицинский клуб Гиппократ, офицерский клуб. Һәр вакытта да аулагыйлар шулай уздырабыз. Это встреча, знакомства. Һәм безнең, например, также на нашей базе очень много встреч проводится. Вот вчера у нас прошла как раз день рождения нашего главного куратора, руководителя клуба «Татар Мафия» Руслана Курмакаева. Мы вчера вместе отмечали его день рождения. У нас так каждую четверга у нас проходит клуб «Татар Мафия». Вот если что, сразу записывайте. Но в любом случае мы будем в наших чатах об этом анонсировать. Также у нас есть клуб «Рахат Кишляры», на которых мы также встречаемся в антикафе. Вместе проводим время песни, поем под гитару, под баян, также играем на столке, то есть такой нетворкинг. Также проводим мероприятия помимо штаба, выезды. Каждую неделю практически выезжаем с палатками. На следующей неделе мы будем делать выезд в загородный дом. Сняли загородный дом. Вот если что, кому интересно, на выходные с пятницы по воскресенье планируем в доме провести вместе время. Вот. Кому интересно, можете также потом спросить, я всю информацию расскажу. В Серпухов выезжаем. Также у нас там будет экскурсия по Серпухову, потому что в Серпухове очень много татар, кстати, тоже проживает. Вот, там у нас будет дом, бассейн, купель, все такое. И вместе там у нас игра будет татар-мафия в том числе, настолки. Там очень много разных активностей в плане САП, не САП, речка рядом. Там, говорят, на следующей неделе уже погода будет хорошая. Вот, это из ближайших мероприятий. Также мы активно посещаем Сабантуе республиканские, организуем Сабантуе. Вот у нас, вы знаете, 4 июля прошел самый, наверное, большой московский Сабантуй. Я надеюсь, Бетенегас Болдегас. Кто был на Сабантуе московском? Молодцы. Самое, наверное, основное мероприятие московское, которое должен посетить каждый татарин, это московский Сабантуй. Пожалуйста, его точно посещайте. Потому что вы знаете то, что посещаем самый большой парк, заповедник Коломенский. Вот у нас Ильдар, представитель Коломенского парка. Все вопросы можете ему задавать. Да, он большой, огромный, исторически интересный. Помимо этих наших клубов у нас очень много активностей за пределами. Вот мы постоянно ездим на форумы в Казань, посещаем, также активно принимаем участие, развиваем нашу татарскую культуру, наш татарский быт. А вот это наш центр, это, конечно же, вот штаб татар Москвы. Штаб татар создал Фикрат Газмеджан Штабей, все-таки мы продолжаем его дело, кто из Татарстана, все его знают, да? Менә безнең ике максат бар, ике максат. Беренче максат, значит, это татар телен онытмаска, татар теле менә бүген әйдәгез татарча барыгыз да сөйләшәйек. Татарча, гел татарча гына. Татарча җырлар җырлаек, сөйләшәйек инде. Менә безнең максат бу зур шәһәрдә татар телен сакларга. Икенче максат безнең это вот личностный рост. Мы приглашаем психологов, чтобы вы продвинулись по карьерной лестнице, в личном плане, профессии своей достигли. Поэтому вот у нас есть эти клубы медиков, клубы офицеров, такие клубы есть, которые обязательно запишитесь. Да. Вот. Ну, сегодня у нас такой вечер немного знакомств, и он у нас получился, я вам скажу. То, что, наверное, сегодня где-то, ну, практически, наверное, 80%, 90% все пришли сюда первый раз, и нас это очень радует, да. Ансы менә беренче тапкыр килгәч инде бик яхшы ансы. Безнең шундый чаралар иде. Ну, сабантуйлар, хәзер вакыт сабантуйлары. Значит, менә в Москве живет 10 миллионов, да? 10-15. В области живет столько же.
Вот есть федеральные сабантуи, есть шахтерские татарские сабантуи, есть в Анталии сабантуи, есть в Узбекистане сабантуи. Каких только нет сабантуев, да, в год. Никто из Москвы не ездит. Езжу или Гульнара, или я один. Со всей Москвы на сабантуи федеральные, кроме нас никто не ездит. Ну, татарским языком сохранения в Москве тоже, к сожалению, мало кто занимается. Вот Аллагая, как сегодня, только у нас, Новый год по-татарски только у нас, YouTube-канал вот такой татарский тоже у нас. Все подписывайтесь на наши каналы, ставьте лайки, комментарии, сторисы пишите, значит, поскольку у нас сегодня bizning tonish kishiydi, да, tonish была ведь он, тонышлов был сын Баракатле, Дауд. Вот у нас Дауд, он читает, у нас в мечети работает, короткую его молитву прочитал ты всем, для того, чтобы у них знакомства были Баракатле, удачные, и, значит, Дауд очень хорошо никьяки проводит, имейте в виду. Можно с ним договориться о никьяке, а жениха он находит сам потом. Вы приходите на никьях, оплачиваете, с ним договариваете, и оп, подвиньте. Шекет утра. И Дауд читает никьях. Всем добрый вечер, меня зовут Сулейманова Алина, я казанская татарочка, но из Нижнего Новгорода. В Москве живу уже 7 лет, а здесь ищу знакомства, общение, хочу организовать свой бизнес-клуб, сама живу на севере Москвы и занимаюсь продажей квартир недвижимости, поэтому если для вас покупка и инвестиции актуальны, пожалуйста, обращайтесь. И я свободно, открыта к общению с девушками и с парнями в том числе. Всем привет! Меня зовут Амина, я московская татарочка. Мне 25 лет, я работаю, занимаюсь танцами, очень люблю путешествовать. В основном это Кавказ или просто поехать на море. Меня зовут Инара, я родом из Москвы, корни у меня с маминой стороны нижегородские, с папиной из Татарстана. Я всю жизнь работаю в рекламе, очень много проработала в рекламных агентствах, занималась креативными стратегиями. Сейчас я работаю в компании Stockman, занимаюсь тоже рекламными проектами в маркетинге. Открыта ко всем знакомствам, очень общительный человек, и очень буду рада со всеми познакомиться. Меня зовут Эльвира, я занимаюсь газоблоком, клееным брусом и коммерческой недвижимостью. Я родом из Тольятти, в Москве уже 20 лет. Я вдова, у меня есть ребенок. И что еще? Наверное, все. Меня зовут Эльмира, всем добрый вечер. Я родом с города Оренбурга, в Москве совсем недавно. Я работаю юристом, занимаюсь активно спортом, триатлоном, люблю путешествовать. Пришла для того, чтобы познакомиться с татарским сообществом в Москве, обрести новые знакомства среди татар. Заканчивала я татарскую школу у нас в Оренбурге, принимала участие в Олимпиаде по татарскому языку и литературе. Выросла в татарской семье, где разговариваю на татарском языке, танцую татарские танцы, обожаю слушать татарскую музыку, особенно за рулем, и, собственно, очень люблю свою культуру. Меня зовут Юля, я сама в Москву приехала 5 лет назад, я из Самары. Занимаюсь я в сфере оказания услуг в компании Литуаль. Пришла сюда, чтобы найти себе друзей и дальше с вами дружить со всеми, общаться. В Москве с 22 года. Врач, работаю в Подмосковье, стараюсь посещать татарские мероприятия, пассивный посетитель спортзала. Меня зовут Регина, я родом из Татарстана, из Альметьевска, далее Казань, теперь 10 лет живу в Москве, я финансист в международных перевозках, очень люблю спорт, бывший спортсмен по спортивным бальным танцам, очень активно, жизнерадостно, открыта к общению. Я Аделина, в Москве с 2017 года. Окончила журфак МГУ, работала в крупной корпорации, а сейчас я косметолог, занимаюсь неинвазивной косметологией, так что если нужно будет сделать какой-то уход, либо массаж лица, я буду рада видеть вас у себя. Из увлечений у меня спорт, большой теннис, также я хожу в спортзал и люблю читать книги.
Всем добрый вечер, меня зовут Рима. Я организовываю чемпионаты профессионального мастерства среди лучших из лучших в нашей стране, кто лучший токарь, кто лучший сварщик и так далее. Я в Москве уже с раннего детства. Здесь окончила университет, школу, продолжаю дальше жить. Пришла сюда на нетворкинг. Из интересного про себя изучаю испанский уже почти 5 лет. И за год проехала 7,5 тысяч километров. Привет, Летич, меня зовут Булат, я из Набережных Челнов, мне 36 лет, я работаю астрономом, увлекаюсь лыжным спортом. И звездами. Звездами, да. Раз знакомство. Всем привет, меня зовут Рустам, мне 33 года, я из Москвы, корни нижегородские. Занимаюсь информационной безопасностью, увлекаюсь мафией, занимаюсь спортом время от времени, в общем, как-то так. Ну, я Ренат, родился в Ногинске, это Московская область. Родители там же родились, а так из мордовских татар. Работаю, да просто, ну, крупная компания, что-то за компьютером делаю. Просто. Вот. Сфера хотя бы, скажите, Ренат, ну давайте уже. Да нет, интересы у меня как бы самые разнообразные. Ну, основное это религия, наверное, все-таки знать свою религию. Это самое, мне кажется, самое для меня интересное. Но потом это спорт, любые движухи, там, не знаю, плавание, волейбол, велосипед, что угодно, ролики. Это я как бы за все это только за. И все. Меня зовут Ильнара. Я уже более, наверное, 20 лет в Москве. В Москве родители казанские корни. Занимаюсь менеджером. Профессиональное медицинское обслуживание, мебели медицинское. Закупаем поставки как в Сколково больница, оснащение поликлиник. Занимаюсь хореографией, танцами. Вот на Сабантуе выступали в Башкирске. Как раз Гульдар у нас. Подписывайтесь. Меня зовут Нурия, я из Твери, работаю в области юриспруденции. В Твери завтра у нас Сабантуй, так что приглашаю всех на Сабантуй. Милости просим. А где будет? В ландшафтном парке. Это чтобы люди поняли. Ландшафтный парк, так ввести в Яндексе, да? 7 морей наберите. Я вам скажу, это 7 морей торговый центр. Торговый центр Олимп. Это все рядом с Тимакой. На Тимаке. Короче, если в Тверь поедете, вот, пожалуйста, обращайтесь. Завтра. Ну, что я могу сказать? У меня большой опыт руководящей работы. У меня непростой коллектив. Я работаю старшим воспитателем в детском саду номер 5. Поэтому, сказать, всегда весело, всегда интересно. Всегда есть какое-то движение. Конечно, иначе не услышат и не поймут. Вот. Ну, что я могу сказать? Люблю спорт, ну, вот пока запустил немножко. Вот. Люблю Сабантуй, вот татарский язык, конечно, надо знать и помнить. Потому что язык, он дается нам от рождения, с молоком матери. И татарский язык, он всегда должен быть в сердце любого из нас. День добрый, меня зовут Эльдар, мне 41 год. Область деятельности IT, разработка программного обеспечения. Из увлечений тренажерка, вокал, трейдинг и все на этом. Путешествие. Всем добрый вечер, меня зовут Диана, я занимаюсь медициной, точнее я врач-офтальмолог, лечу заболевания глаза. Вот, по жизни открытый позитивный человек, открыта к любым знакомствам и общению. Меня зовут Алсу, я из Уфы, в Москве уже 3 месяца, я IT-специалист, работаю в IT-компании, по информационной безопасности. Из Уфы 3 месяца. Если что, там не слышите, я вам это озвучиваю. Технический специалист, технический писатель, да. Из увлечений занимаюсь спортом и много гуляю по паркам пока что. Меня зовут Рустам, я в Москве больше 10 лет. Вот, я из Татарстана, вот, казанский татарин. Вот. Я. Наверное. Вот, работаю в сфере IT, я руководитель команды разработки в Сбербанке, да, в центральном аппарате. Занимаемся разработкой внутреннего продукта. Вот, в хобби тоже занимаюсь разработкой, программного обеспечения, свои проекты. В свободное время люблю готовить, как хобби. Вот, также занимаюсь много спортом. Вот, из основного. Открыт к общению, вот. Если кому-то интересна тематика искусственного интеллекта, которая сейчас актуальна,
то обращайтесь. Меня зовут Алсу, значит, я родилась в Уфе, потом мы переехали, то есть какое-то время прожили там, потом мы переехали в Набережные Челны, потом мы жили в Казани, и сейчас я временно 5-й год живу в Москве. Ну, я работаю в офисе, можно сказать. Вот, в принципе, все. Салям, меня зовут Артур, я из Оренбурга, работаю программистом, также в Сбере, также делаю это для президента, для руководства, из увлечения активные различные виды спорта. Работаю в сфере авиастроения, HR-специалистом. Если кому нужно с работой помочь, вот обращайтесь, всегда помогу. Только авиастроение, Артем? Нет, еще всех специалистов. Так вот. что все, Да. если что, работа надо. Компания просто с авиастроением связана. Вот. Также из хобби в этом году начал заниматься татарскими танцами, потому что очень нравится своя культура, свой родной язык. Ильдар ходишь? А? Ильдар? Да. Всем привет, меня зовут Диана, мне 24 года, я родом из Ульяновской области, корни у меня еще из Татарстана. Я работаю логистом, закупщиком, увлекаюсь, я катаюсь на сноуборде, на роликах, в штаб хожу уже 6-й год, рада всех видеть, всех новеньких, всех стареньких. Всем привет, меня зовут Аида, мне 37 лет, и я 6-й год или 7-й год уже в Москве, потеряла счет. Вот, работаю химиком в институте, увлекаюсь спортом, занимаюсь волейболом, так что всех приглашаю на волейбол классический, кто хочет, обращайтесь. Вот, также люблю настольный теннис, иногда собираю людей поиграть в парках Москвы. Вот, так что буду рада знакомству, общению. Меня зовут Ренат, я родом из Саранска. Люблю путешествовать, здоровый образ жизни, татарскую тоже культуру. Буду рад новым знакомствам. Всем добрый вечер, меня зовут Луиза, мне 23 года, я из Казани, учусь на врача. Вот, я здесь первый раз сегодня, буду рада также со всеми познакомиться. Кадрле иптешлер, кадрле дуслар, хайрле киш баргаза, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Минем исем Ильдар, мин Мәскәүдә тудым да үстем, мин Мәскәү татар малае, өченче буында мин москвич, мин сугыш архивлар белән эшлим, Мәскәү буенча төрле экскурсияләр уздырам. Төрле татар шарларында Коломенскаяда, Мәскәү үзәгендә экскурсияләр уздырам. Все, давай, Вообще проблемы юг, всегда приходите. В общем, ну теперь то же самое, только по-русски. Меня зовут Перевод Ильдар, обязательно мне всем нужен? 34 года. Нет, перевод не нужен, Ильдар. Да, не нужен, но хорошо, да. Вот так вот. Всем салям, меня зовут Рустам, многие, наверное, знают меня. Тем, кто не знает, я работаю в сфере образования, преподаю в школе историю, обществознание, классный руководитель, 10 лет, занимаюсь этим вопросом, да. Получаю 3-е высшее образование, кандидат философских наук. Люблю квизы, чтение, татарские мероприятия, штаб татар люблю, конечно, Рахат Кичларе. Да, приходите, очень интересно. Рад открыть знакомству. Ассаламу алейкум, исәнмесез. Минем исемем Илдар. Абый әтәргә татарча. Мин берәзгенә татарча беләм, берәзгенә сөйлим. Мин килдем бүген беренче көн Мәскәүгә. Вот минем братым утыра. И мин уйладым монда килергә. Сызранда мин эшлим инженер-конструктор тяжелого машиностроения. Но минем хоббием это вот татарские мероприятия организовывать. У нас есть организация «Татары Сызрани», и вот я сюда вот хотел прийти, посмотреть, поднабрать опыта от того, как это происходит здесь. Ну и в субботное время я занимаюсь 3D-печатью, если кому-то что-то надо интересно. Вот Будет 3D-печать на татарском. О, я Киряк Миларга. Меня зовут Ренат, мы Ульян татары, разрабатываем станции для электромобилей, электрозарядные станции. Из хобби, наверное, это поездки Туган-Якка, Туган-Авел, Волга. Всем привет, меня зовут Дания, я родилась в Ташкенте, выросла в Башкирии, занимаюсь технологиями и инновациями в горной промышленности и области искусственного интеллекта. Ого. Вот, люблю петь, путешествовать, активно этим занимаюсь. Спасибо всем. Хайрле киш, дуслар. Меня зовут Луиза, я экономист-международник.
говорю на нескольких языках. Вместе с татарским это будет 5. Играю в свободное время в большой теннис, в падл. Очень люблю бегать, тоже бегаю марафоны. Так что если есть кто-то, кто занимается спортом, присоединяйтесь. Меня зовут Руслан, коренной москвич, уже в штабе Татар давно был здесь, конечно. Занимаюсь вообще продажей молочной продукции, то есть это сыр, масло, сырое молоко. Сам продаешь? Обезжиренные. Ага, сам Нет, производишь. это мы работаем как бы с фирмой. Веселый молочник? Да. То есть молоковоз отправляем, забираем, отправляем во Владимир, либо в Турцию. Это я понимаю бизнес. Да. Так что молочная продукция, я теперь понял, что она как раз полезна. Вообще кефир, снежок, то, что пить, сырое молоко, не сырое, точнее натуральное молоко, которое 3 сутки, трое суток хранится. Больше нельзя. Это уже... А йогурт для мужчин растишишкой вы делали, нет? Нет. Также увлекаюсь вообще фотосъемками. Купил себе профессиональный фотоаппарат, прошел обучение. И теперь уже так, выкладываю в Инстаграм фотографии, люблю обрабатывать через Lightroom. Рад знакомству. Всем добрый вечер, меня зовут Асия, я из Подмосковья, мне 38 лет. Здесь я в первый раз, рада вас всех видеть. Что хочу сказать, все такие разные, все такие классные, из разных мест приехали, объединились сегодня здесь. У меня 2 образования психологических, но работаю я в сфере инженерной, это я работаю на заводе из Татарстана. Вообще совсем другую сферу я ушла работать, да. Вот, меня, получается, пригласили работать в компании из Татарстана, город Набережные Челны как раз таки. Я периодически туда езжу. Нет, не именно Челны. Ага. Вот, и развиваем, уже, получается, промышленность России. Я Лилия Сидикова, я работаю с детишками, учитель-логопед. Мне 18 лет, остальной стаж. Вот, я из Москвы. Еще я очень люблю петь, пишу песни. У меня недавно вышла новая песня. Творческое мое имя Лилия Звездочка. Песня «Девочка-татарочка». На всех цифровых площадках она уже выложена. Пожалуйста, слушайте, наслаждайтесь. Я думаю, что песня всем понравится. Всем здравствуйте, меня исем Айсылу. Меня 39 яш. Бухгалтер была вышли, главный бухгалтер в онлайн-школе. Всем привет, меня зовут Ильдар, мне 35, работаю в Мосводоканале. Люблю путешествовать и новые знакомства. Спасибо всем. Меня зовут София, живу в Москве, практически с детства, родилась в Киргизии. Географ, эколог, ученый, работаю с космонавтами, пишу диссертацию, развлекаюсь как могу. Рада знакомству, здесь я первый раз, и это очень интересное живое мероприятие. Пригласила меня сюда моя подруга детства, передаю ей слово. Всем здравствуйте, меня зовут Эля, я юрист и детский психолог. Раз выросла я в Москве, также родилась тоже здесь, корни я из Башкирии. Я люблю танцевать, учусь петь, люблю природу, люблю бегать, сходила в горы в Башкирии. Рада знакомству. Меня зовут Ренат, мне 43 года, родом из Пензы, переехал сюда с Казани в том году. По образованию инженер, но 20 лет уже работаю в торговле, занимаюсь закупками и продажей бытовой химии, поэтому очень многие в России меня знают, и за рубежом. Вот поэтому, если кому нужна химия, обращайтесь. Был при погонах 9 лет, потом надоело, стал айтишником на удаленке. Люблю всякие активности, занимаюсь спортом, хожу на пляжный волейбол. Рад знакомству. Очень приятно, что есть вот такое вот объединение. Хочу выразить благодарность вам, да, спасибо. Родители, отец с Казанской области, мама с Ульяновской области. Я родился в Москве, мне 39 лет. Работаю в сфере общепита руководителем. Какого общепита? В ресторанном придем? Нет, производство. То есть вот то, что вы кушаете, вы вкусвили, это 90% как бы моей продукции. Ого, нормально. Все соблюдает. Роспотреб приезжает регулярно. Из-за тебя нам порции такие маленькие, да? Вопросики после. Выходные дни занимаюсь спортом, то есть бокс, борьба, фитнес. Учусь, сейчас получаю 2-е высшее, потихоньку строю дачу. Дом хочу, мечта. Рад любым знакомствам. В идеале найти жену. Супер.
Дальше. Кич, Дуслар. Всем добрый вечер. Меня зовут Рамиль, я из Москвы. IT-специалист. Увлекаюсь спортом, иногда хожу в горы, походы. Вот. Рад с вами здесь оказаться в одной компании. Давайте общаться, знакомиться. Всем привет, меня зовут Эльдар. Я здесь второй раз, сам из Уфы, родом из Нефтекамска, там родился. Потом 2,5 года жил в Китае, работаю как переводчик китайского языка, перевожу для правительства Башкортостана, Татарстана, Оренбургской области, для крупных заводов, такие как БСК, НИФАС, там, Сибур и прочее. Вот. В Москве был на протяжении 4 месяцев, работал здесь в китайской госкорпорации Хуамин, проводили экзамены по китайскому языку и тоже развивали здесь китайский язык. Так что если кто-то смотрит в сторону Китая или хотите отправить своих детей туда на учебу, то можете обращаться. Ну или вдруг, если вы хотите начать изучать китайский язык, или же нужно будет какая-то коммуникация с китайскими партнерами. Вот, можете обращаться. Спасибо. Мин тудан яңа Чаллыда, Чаллыда бер ел эчендә мин Мәскәүне күрдем, эшкә урнаштым, эшлим мин управ делами президента, отвечаю за автопарк. Монда килдем татар телендә сөйләшергә, кызык кич үткәрергә. Миңа бик ошый монда җыелган кешеләр. Сәламлыйм бөтенегезне дә. Рәхмәт. Привет, меня зовут Луиза. Я бывший следователь по тяжким и особо тяжким делам. Сейчас, подождите. Можно я так на всякий случай? Мастер спорта по стрельбе из боевого оружия, тренер, судья по стрельбе из боевого оружия, капитан юстиции, заместитель начальника следствия в прошлом. А сейчас я педагог эстрадно-джазового вокала, начинающий продюсер. Вот тебя мотнуло! Все чем-то занимаются, поработать успела с Бэкстаром, с Fargo Music, сейчас с Medialand, но сейчас буду двигаться сама со своими артистами. Как-то Тренер по коммуникациям, сохраняя семьи без проникновения, что бы это ни значило. Кстати, знаете почему? Потому что очень многие люди до сих пор еще к психологам не ходят. Ну, в смысле, говорят, я не хочу, чтобы в моей голове ковырялись. А я не психолог, я тренер по коммуникациям, в голову не лезу, поэтому не проникаю. На моем счету больше 100 семей. Всю свою сознательную, ну, большую часть своей сознательной жизни провел в предпринимательстве. В 23 году принял решение полностью завершить эту историю. А так как раз тут были вот и IT, и недвижимость, и юриспруденция. Это как раз были 3 у меня основных бизнес-направления. Живу, радуюсь эту жизнь, 20 лет женат, счастливый брак, 6 лет назад прожили тяжелый кризис, и, собственно, это и поспособствовало тому, чем я занимаюсь сегодня. И сегодня мне, я так понял, предоставить слово, я немножко, если вам будет интересно, немножко расскажу вообще на тему отношений, подраскрою, а что же такое Крепкий Союз, но что-то из серии формула Крепкого Союза, из чего она состоит, да, и, собственно, там уже, если захотите, мы можем глубже погрузиться и расскажу поподробнее все эти истории. Люблю форматы разборов, провожу их периодически, разбираем, как правило, разные абсолютно истории, начиная от того, что у меня женщина пришла, она говорит, Раиль, мне трындец, на мне, говорит, уголовное преследование 6 исковых по 20 миллионов, что мне делать, и такие истории разбирали, ну и в то же время, там, да, у меня отношений нет, как вот хочу. Тоже разбираем. В общем, вот такая красота происходит, провожу медиацию в бизнес-партнерстве, тренинги и прочее. Всех обнял, приподнял, покружил, покачал, поставил на место. Минем исемим Марсель, мин Уфадан, нефть һәм газ буенча эшлим, проектның башлыгы булып. Һәм инде мин җырчы, композитор, җырларның авторы, язучы. И бүген сезнең өчен баянда уйныйм.